Краткое содержание предыдущей серии. Мы выехали из Якутска в Усть-Неру. Наш путь пролегал по трассе Колыма с 2 паромными переправами. Переночевав в Усть-Нере, мы собрали наши катамараны и выдвинулись в сплав по реке Индигирка протяженностью в 350 километров. К концу второго дня мы добрались до границы Аймиконского и Момского районов. Испытано на себе. За сегодняшний день мы прошли 64 километра, и мы находимся на границе Момского района. Если, например, сейчас я нахожусь еще в Аймиконском, и здесь 19:00, то сейчас я уже нахожусь в Момском районе, и здесь уже 20 часов, 8 часов вечера. За эти 2 дня и чуть более 100 километров пути у нас происходило знакомство с Индигиркой. Я был на сплаве впервые, и мне, как человеку активному, было непривычно сидеть долго на одном месте. Конечно, мы двигались вниз по реке с незабываемыми пейзажами, но фактически на катамаране вы постоянно сидите на гермомешке, и в первые дни я привыкал к этому положению. Все ближе мы подходили к Индигирской трубе и шли по достаточно спокойной воде, но тем не менее, на второй день мы встретились с небольшим порогом. Мы расслабленно сплавлялись, прижав друг к другу катамараны, и на горизонте появился порог. Мы расцепили катамараны, и я только успел включить камеру на руке. Но, если честно, было не до нее. Особо не мог предсказать, как ведет себя катамаран, как нужно будет балансировать. Да что там говорить, к этому времени мы своей командой только более-менее научились одновременно грести. Поэтому крики вперемешку с нервным смехом нарушали тишину реки. Правый борт, идем, Петя. Мы боком встали. Правый борт. Все вместе теперь. Правый борт больше! Мотор упал. Левый борт! Тормози давай! Левый борт, больше! Мотор! Левый борт! Что себе? Испытано на себе. Ну что, наступил вечер, очередной вечер нашего путешествия, сплава по реке Индигирка. И сегодня мы в честь того, что пересекли границу Момского района, вот такой вот у нас красивый лагерь сегодня. Уже вечереет, и вот эти гирлянды очень красиво смотрятся, особенно после пары дней без благ цивилизации, если так можно сказать. То есть сегодня такой у нас будет праздничный ужин. Друзья, доброе утро. Сейчас по моему лицу видно, что сейчас очень рано. Мы на берегу реки Индигирка. И сегодня на меня выпала роль кострового. Задача кострового – разжечь костер, вскипятить воды и приготовить завтрак. В это время в лагере все спят, поэтому надо быть очень тихим и, конечно же, никого не разбудить. Ну а нам нужно разжечь костер. Самое главное – это тишина.
Из всех способов разжечь костер для себя я выбрал именно этот, потому что он простой и быстрый, и в принципе эффективный. Хотелось бы вам напомнить, что при использовании огня, баллонов нужно соблюдать технику безопасности. Также есть нюанс, дорогие друзья, если у вас есть что-то наподобие этого, нужно у предыдущего кострового проконсультироваться, как это собирается. Я это не сделал, сейчас буду делать вместе с вами. Так, но я видел, что это стоит над огнем, и очень удобно кипятить на нем чай. Ага, все, собрано. И пока костер, он разгорелся. Так, инструкция, как не сжечь пуховик. Ну, в целом, первая часть задачи кострового выполнена. Костер горит, вода кипятится. Сейчас нужно еще подготовить более крупные полежки. Друзья, когда вы собираете дрова, то есть нужно учитывать, в каком месте вы находитесь. Если это вот такое не очень посещаемое туристами место, то у вас нет дефицита в дровах. Тут есть и топляки, есть и хворост в лесу. Ну, а если вы едете, допустим, куда-то отдыхать в популярное туристическое место, и, ну, такой дикий кемпинг, да, если так можно сказать, то, конечно, лучше, может быть, даже брать дрова с собой, чтобы не мучить себя поисками. А у нас, вот видите, уже подготовленный заранее ствол и вот такая большая ветка. Вот, это кино. Так. Доброе утро. Ну а сейчас, друзья, мы с вами сварим кофе. Для этого наберем индигирской воды. Но у нас сейчас появилось время для кофе, потому что, когда мы пользовались паяльной лампой, мы разбудили наших соседей. Ну, конечно, друзья, в дальних поездках нужно, наверное, брать что-то такое, что вам будет доставлять удовольствие. И, как бы, конечно, это стресс всегда для организма, когда вы находитесь вне цивилизации. Ну, а вот такие вот мелочи, допустим, могут вам привнести какую-то толику такого
возврата домой, можно сказать, да, то есть о доме мы все скучаем, конечно, вот, ну и чашечка крепкого заваренного кофе, я думаю, украсит не одно утро вашего похода. Ну, а здесь, получается, водичка уже окрасилась практически в коричневый цвет, соответственно, в цвет кофе. Это значит, что можно уже выключать горелку. Сегодня третий день нашего сплава. Мы вновь на реке, загрузили катамараны. Это уже становится как обыденность. То есть, в принципе, каждый знает, что делать. Вот. И напомню, что мы пересекли границу Момского района. И здесь уже Индигирка становится более такая, как сказать, волнительная. Волны. Впереди нас ждут еще перекаты и знаменитая Индигирская труба. Вот. Ну, по крайней мере, постепенно мы привыкаем к сплаву, к хождению с веслами. И самое главное, это работа в команде. Как видите, друзья, сейчас этот день нас встретил таким достаточно сильным ветром, который мы наблюдали еще вчера вечером. Вот. Плюс добавляются волны. И ветер, когда дует против хода нашего движения, то скорость наша снижается достаточно сильно, но тем не менее течение реки нас подхватывает, и мы все равно идем к своей цели. Также можем на реке наблюдать большое количество мусора. Это ветки, стволы деревьев. Это означает, что уровень воды в верховьях поднимается и с берегов сносит все, что может плавать. Так. Хорошо. Хорошо. Потихоньку. Так, давай я сзади толкну. Друзья, ну что, мы прибыли на речку. Здесь приток Индигирки, и мы будем ловить рыбу. Да, такая кристально чистая вода.
Всю эту красоту мы увидели на устье реки Иньяли. Мы порыбачили, пообедали, подкачали катамараны и снова отправились в путь. Конечной целью сегодняшнего дня был поселок Тюбелях, где нас ждала цивилизация, сотовая связь, баня и ночевка в комфортных условиях. Проплывающие мимо пейзажи были настолько красивы, что порой пробегали мурашки по коже. Величественные горы, скалы, бурное течение Индигирки, киселяхи, украшающие вершины. Любование всем этим могло нарушить только появление сотовой связи. Все поспешили связаться с родственниками и сообщить, что все в порядке. Непосредственно перед поселком есть порог, но мы не успели закрепить наши камеры, поэтому полностью погрузились в нарабатывание практики прохождения порогов на катамаране. Но я больше переживал за лодку, которая появилась за нами, как только мы прошли пороги. Судя по траектории прохождения, это были не местные. Так и оказалось, парни шли с Уснеры. Корпусная, да? Ничего себе. Нормально. Вау, туристы! Мы прям в шоке! Возьмете с собой! Море даже не поедем! Вот мы прошли порог Быктах, это под Тюбеляхом. Сейчас причалим скоро в Тюбеляху. Такие пороги послезавтра, когда войдем в трубу, будут на каждом повороте. Левый борт, достаем. Раз. Раз. Хоп. Правый пока вдыхаем. Левый борт работает. Да, тут течения нет уже. Да, нет. Стоим и все вместе. Раз. 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 Друзья, ну что, мы подошли к поселку Тюбелях. Сейчас второй катамаран подходит, и мы определимся, где будем вставать к берегу. Вашого коллеги. Была куда-то волонтера? Так, вперед. И все вместе. Раз. Два оператора на камеры снимаем. Мы работаем. Ура! Ой-ой-ой, там скандалит. Сегодня у нас ночевка будет в цивилизации. Мы будем располагаться в клубе в поселку Тюбелях. Завтра планируем пеший поход, но главное, чтобы не было дождя. Если будет дождь, то, скорее всего, поход отменится. Ну, пока погода нормальная, облачная. Ну что, друзья, у нас очередное утро, и сегодня мы выдвигаемся в пеший поход. Для этого нам нужно пересечь реку, и далее нас ждет 30 километров пути, в течение которых мы познакомимся с природой Момского района.
Друзья, сейчас у нас небольшой перекус, привал. Прошли мы 1/3 пути. Ну и, конечно, на берегу вот этой живописной горной реки попить горячий чай, посидеть, послушать интересные истории. Это многого стоит. Ну и, конечно, впереди будет еще красивее. Но во время подъема очень понравился вид, открывающийся на сам поселок. Ну и, конечно, наледь, которая, даже несмотря, что сейчас уже конец лета, конец августа, все еще не растаял до конца. Друзья, что такое пеший поход? Это когда ты выдвигаешься пешком на своих двоих. Причем я обычно привык двигаться на автомобиле, либо на моторной лодке. И поэтому для меня вот этот поход, он достаточно такой, очень, как сказать, волнительный. Я думал, выдержу или нет. Ну, пока в целом мы прошли больше половины пути. Нет, меньше половины пути, считая обратный. И в целом все, в принципе, хорошо. Но когда видишь вот такие места, когда делаешь фотографии, потом радуешь своих родственников, подписчиков, ну, у всех разные цели, просто это все покрывает с лихвой все физические затраты, нагрузки, переживания насчет похода. Вот, ну, я думаю, что именно за этим туристы приезжают в разные интересные места, достопримечательности, чтобы запечатлеть себя, чтобы увидеть эти красоты своими глазами. И я напоминаю, что мы находимся в Момском районе, и здесь просто прям мурашки по коже, друзья. Вам нужно обязательно посетить это место, этот район, чтобы воочию убедиться в моих словах. Мы сейчас вышли на трассу, сделали ее в прошлом году, то есть обновили, можно сказать, момский асфальт. Вот, и далее наша дорога пойдет уже по дороге. Сделали ее на артель, соответственно, круглогодично пользуются данной дорогой, в том числе и местные жители, и когда на Индигирке наледь. Дорога, по которой мы сейчас двигаемся, имеет такую достаточно долгую историю еще советских времен. Со ГУЛАГов, сталинских времен. Всем известна трасса Колыма, дорога на костях. И на строительство этой дороги также отправлялись заключенные. И целью было пробить дорогу до Хану, далее на север, для того, чтобы перевозить золото, пушнину, мясо. Затем, я могу ошибаться, но это я со слов местных жителей вам рассказываю. В 90-х годах тоже пытались ее обновить. И вот буквально в прошлом году прошли 2 бульдозера в одну и в другую сторону. И, соответственно, сейчас мы по этой дороге поднимаемся на перевал. Вот такая вот история. То есть можно сказать, что эта дорога такой младший брат Колымской трассы. И оленеводы здесь в окрестностях находили инструменты, которыми она делалась. В 70-е годы это были даже тачанки. Ну а также можно найти ломы, кайло и так далее. Впереди серпантин. Это еще запланированная часть нашего маршрута, но время уже около 5 вечера, поэтому, чтобы по светлу вернуться обратно, нам предстоит, наверное, здесь остановиться и развернуться. Но, тем не менее, у нас есть с собой дрон, благодаря которому мы посмотрим интересный серпантин и в том числе дорожный балок, который был поставлен еще в 90-е годы.
Друзья, мы находимся в Момском районе, и у нас пеший поход. Мы прошли на данный момент около 12 километров, и сейчас самое время подкрепиться. Но, допустим, когда идешь пешком, нужно как можно меньше вещей брать с собой. Соответственно, допустим, можно пожертвовать, допустим, горелкой, газовыми баллонами и так далее. Для этого, для того, чтобы перекусить горячей, хорошей, вкусной едой, нам потребуется только вот такое специально подготовленное, уже готовое блюдо, в частности свинина с фасолью. И вот такой вот пакет, который как бы ничем не отличается от обычного пакета, но тем не менее он нам позволит разогреть нашу пищу для того, чтобы нам было вкуснее ее кушать. Ну и чтобы для чистоты эксперимента мы уже один раз заливали сюда воду в одном из выпусков передачи «Испытал на себе», но сейчас хотелось бы залить не чистую воду, а попробовать. Вот мы находимся сейчас на дороге, которую сделали еще во времена ГУЛАГа, и вот здесь есть такая лужица, просто обычная вода, даже с какой-то пленкой немножко, и с помощью этой воды мы сейчас разогреем нашу еду. Самому интересно узнать, как это получится. По инструкции нужно залить вот по этот уровень, то есть совсем немного. Я поднесу поближе, слышно шипение, и уже пошла реакция. Опускаем туда наш паёк с помощью специальной клейкой ленты. Таким образом ее заклеиваем. Уже достаточно горячо держать пакет. Температура при работе внутри может доходить до 100 градусов. В общем, оставим пакет. Давайте здесь где-нибудь. Он уже горячий. Мы можем видеть, наблюдать, что он надулся. И нужно подождать минут 15, 10-15 минут. Ну и, друзья, сейчас мы прямо здесь решили попробовать, что будет, если разогреть сразу два пакета в одном обогревочном. Заклеиваем. Ну что, следующее включение через 10-15 минут. Друзья, ну что, как видите, такие чудесные моменты прям появляются в течение сегодняшнего дня. Сейчас подошли на оленеводы с оленеводческой общины Тихон. И по традиции, я думаю, что уже, может быть, это станет такой доброй традицией. Как помните, на слете оленеводов я пробовал сесть верхом на оленя. Это у меня не получилось, но я думаю, с лошадью все будет нормально. Чуть-чуть подровняли стремя. Просто незабываемое впечатление, друзья. Это Момский район. И лошадку как зовут? Холчес. Спасибо. Друзья, ну что, напомню, что мы просто взяли воду с дороги и разогрели наши сухпайки. Давайте откроем тот, в котором два. Если они нагрелись, то остальные точно нагрелись. Остается только открыть, взять большую ложку и пообедать. Очень вкусно. И все хорошо разогрелось. Друзья, еще одна, как бы сейчас прямо я вот об этом подумал. То есть эти пакеты можно использовать как мусорные. Они очень прочные, крепкие.
И в них вот это все, что вы поели, можно слить остатки воды. Причем нагреватель греется еще где-то около получаса, по-моему. То есть можно еще погреться, если это происходит зимой. Все. Друзья, ну что, у нас обратный путь домой. Двигаемся до поселка Тюбелях, если быть точнее, до реки Индигирка, где нас встретят моторные лодки. Но впереди еще нас ожидает наледь. Очень хочется посмотреть на лед в конце августа. Вот. И, кстати, оленеводы, которых мы встретили на лошадях, они сказали, что буквально через... нам нужно было пройти километра 2-3, и там обитает медведь. Вот. Подтвержденный факт. Здесь по дороге мы видели только следы небольшого медведя. Но, тем не менее, эти места дикие, малонаселенные, и туристов тут... туристов, Леня, здесь практически не бывает, да? Ну да. Вообще, от слова вообще. Можно сказать, что такой эксклюзивный тур у нас. И хотелось бы, пользуясь случаем, кстати, поблагодарить туристический клуб «Аян» за предоставленную возможность, также администрацию Момского района. Просто незабываемые впечатления. И причем это еще у нас только половина нашего маршрута. И самое интересное нас ждет впереди. Это Чемалгинская труба, Индигирская труба, как ее называют в народе. Зимой она тоже очень коварная. Там постоянно выходят наледи, большегрузы, автомобили застревают, замерзают в воде. Через каждые 50 километров там находятся специальные обогревочные пункты. Вот. И нам предстоит пройти ее летом на катамаранах. Причем я бы сказал, что если, допустим, оценка данной трубы 4 балла из 6, то, учитывая подготовку наших участников, всех нас, я вообще в первый раз на сплаве, будет, мне кажется, очень интересно. Сам сейчас вот про это рассказываю и достаточно сильно волнуюсь. Вот. Ну, нужно жить сегодняшним днем, моментом. Сейчас мы спускаемся по для тайги очень хорошей дороге. Она твердая, местами немного, конечно, мягкая, но тем не менее скорость у нас достаточно хорошая. Наша задача до темна постараться попасть в поселок. Там, кстати, мы уже договорились, немножко расскажем про памятный знак, который открыли буквально вчера. И он также связан, ну, не напрямую, конечно, но тем не менее с нашим маршрутом. Вот, все это ждет вас впереди, поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами. В такие пешие походы, нужно брать с собой не только еду, но и желательно что-нибудь такое вкусненькое, сладенькое, чтобы восстанавливать глюкозу, чтобы у вас была энергия. Вот я в первый раз такой вот нашел. Это, по-моему, в Нижнем Бестяхе в магазине. Такая фруктовая смесь. Не фруктовая, но, в общем, тут орехи в сахаре. 2 в одном. И энергия, и сахар. Ой, как красиво. Мы подошли к леднику. Я думаю, на многих горных реках есть подобные булусы, наледи. И здесь, в Омском районе, также есть Улахан-Тарын. Это одна из самых больших наледей в мире, если не самая большая. Ну а мы сейчас здесь в рамках нашего похода тоже посетили вот такое вот замечательное место. Конец лета.
И наледь еще до конца не растаяла. Учитывая то, что это был радиальный поход, мы возвращались по другому маршруту, поэтому уже затемно вернулись уставшие, но очень довольные в поселок Тюбелях. В следующем выпуске передачи «Испытано на себе» мы с вами познакомимся с Чемалгинской трубой, с порогами, ну и, конечно же, еще ближе познакомимся с природой Момского района.